Добрый день! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и на радио ТТИМ, национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Николай Слепцов и Екатерина Голикова. Сегодня в студии ведущая я, Бурдукова Ольга, логопед, волонтер регионального отделения «Общее дело», член регионального общественного движения «Трезвая Якутия», руководитель проекта «Парадигма трезвости». Мы продолжаем цикл лекций про трезвость, и хочу представить нашего гостя Тумусова Петра Сосоевича, отличника здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, в прошлом главного врача Якутского республиканского наркологического диспансера, член партии «Справедливая Россия». Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители и радиослушатели, обращаюсь к вам. У нас в ходе эфира работают телефоны, я их назову. 8 411 32 232 00 66 и 32 11 66. По ним вы можете задавать вопросы или поделиться своим мнением. А мы продолжаем разбирать закон трезвости Карла Георгиевича Башарина, который говорит о том, что трезвость – это полная свобода от алкогольного, табачного, наркотического программирования и фактических отравлений, ясное и четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое и единственно разумное состояние живых существ, человека, семьи, общества, государства, всего человечества. Нарушение этого закона ведет к вырождению или гибели живых существ и их потомства, включая и человеческое сообщество. На предыдущих эфирах мы уже говорили про влияние алкоголя на организм и с физиологической стороны, и с психологической, и про программирование говорили. Также останавливались на положительных сторонах трезвой жизни, как для конкретного человека, так и для общества в целом. Сегодня остановимся на последней, третьей части закона трезвости, которая говорит о том, что нарушение закона ведет к вырождению или гибели живых существ и их потомства, включая и человека, и человеческое сообщество. И в первой части мы поговорим о влиянии алкоголя на человека, и конкретно закон о 4 поколениях. А во второй части мы поговорим про взаимосвязь алкоголя на семью и общество в целом. Хочется, начнем с первой части, да, и еще в 1857 году французский психиатр Морель в труде «Трактат о физическом, умственном и нравственном вырождении человеческого вида» сформулировал закон о 4 поколениях. Морель пришел к выводу, что патологии, особенно психические, способны не только передаваться по наследству, но и усиливаться от поколения к поколению, приводя в итоге к угасанию и пресечению пораженного ими рода. На примере употребления алкоголя Морель описал следующую картину. Первое поколение – это нравственная испорченность и алкогольные излишества. Второе поколение – это пьянство в полном смысле слова. Третье поколение – представители страдали ипохондрией, были склонны к убийству и самоубийствам. Четвертое поколение – это уже глубокие психические нарушения, тупость, идиотизм и бесплодие. И по мнению Мореля, такое течение процесса не является обязательным, а описанное это лишь примерная картина, чем больше негативных факторов собирается воедино, тем более высока вероятность негативного развития. И вот как раз вопрос такой, да, имеет ли в жизни место такое быть? Да, конечно, вопрос глобальный и очень такой близкий мне как врачу. Карл Георгиевич Башарин, это мой учитель, очень был человек, можно сказать, великий был человек. Да. Он вот среди наших ученых, врачей, вот впервые обосновал вот именно влияние алкоголя на здоровье человека. До того были, конечно, что алкоголь разрушает организм. А вот Карл Георгиевич, он показал наглядно все это дело обществу, народу. Он начал
показывать макропрепараты, так называемые, да, различные нарушения. И вот к концу жизни, да, он сформулировал вот этот вот закон, что человек должен быть трезв, и никаких наружных интоксикаций в виде алкоголя, наркотиков, никотина, это все не должно быть. Иначе, значит, это все идет врождению. И Морель, конечно, вот, как вы сказали, это наглядно показал. Есть, к сожалению, вот генетика человека, вот нашей генеалогией управляет не только сама генетика, хромосома, как называемые, да, гены, да, а еще и эпигенетика. И как показал Морель, да, эпигенетика, это те свойства, те качества, которые передаются не по хромосоме, а именно по воспитанию, по духу, по культуре, которые воспринял человек в течение жизни. Поэтому вот мы, наркологи, да, всегда знаем, что когда приходит человек с проблемами, да, мы спрашиваем, вот ваши родители там пили, не пили, вот. Это все указывает на то, что все это дело передается не алкоголизм как болезнь, да, а именно вот особенности психологические, особенности психические, какие-то предрасположенности, слабости какие-то психические, да, у ребенка, да, если он вот видел вот это все эти дела, которые творились в семье, это все передается и в конце концов приводит к тому, что при стечении некоторых обстоятельств может привести к алкоголизму, наркоманию, табакокурению. К сожалению, так. Поэтому Карл Георгиевич говорит, что в конце концов, если это накапливается в популяции до какой-то степени, да, до каких-то концентраций, это может привести к врождению рода, врождению вообще рода в первую очередь, ну, это того человека, который, ну, например, был алкоголиком. И если род погибает, то может и общество погибнуть, и последующем человечеству. Поэтому вот я с Карлом Георгиевичем согласен полностью. И вот это все... И, ну, во время работы, я сейчас не работаю наркологом, но я наблюдаю за ситуацией, интересуюсь, да, вижу, какая работа проводится обществом, там, государством. Я очень это дело поддерживаю, и всегда я сторонник этого, и всегда я со своей стороны вот стараюсь показывать пример, и какие-то там воздействия в меру своих сил, возможностей, знаний для людей, обществу, вот говорить вот это все последствия, говорить о законах трезвости, которые формулировал Карл Георгиевич Башарин. А вот еще я у вас видела статью «Особенности течения раннего неонатального периода новорожденных от матерей, страдающих хроническим алкоголизмом». Еще в 2009 году статья была. Ну, вот немножечко можете зацепить вот ну, эту это вот историю? очень такой, да, специфический вопрос, да. Вопрос это не то, что неонатальный. Неонатальный это ранние сроки беременности, да. Вообще, если зачатие ребенка происходит в состоянии, вот этом состоянии, там, ну, как бы после выпивки, там, например, да, если оплодотворяется ребенок, это уже большой сигнал, что будут нарушения. Обязательно, да. Поэтому вот всегда рекомендуют воздержаться от алкоголя хотя бы на там 12 часов, 24 часа, чтобы перед тем, как зачатие ребенка. Даже так рекомендуют. Вот такой яд, такой нейротропный цитотоксический яд, который сразу, значит, доходит до хромосом спермы и яйцеклетки. Вот. Поэтому вот, если там происходит слом этанола, да, этанол
повреждающее действие, да, и последующая закладка органов, там человек образуется постепенно. Ну да. Сперва там нервная трубка образуется, потом сердце начинает работать, потом вокруг этой трубки идет формирование органов, потом там мышц. Все это происходит через деление хромосом и деление клеток. И даже маленькая ошибка, я еще раз говорю, что алкоголь – это цитотоксический яд, который сразу доходит до хромосомы, даже у взрослых и тому. И вот в неонатальном периоде, когда закладываются органы, особенно мозг, да, и очень часто при рождении таких детей нарушения, видимые и невидимые. Видимые нарушения всегда показывал Карл Георгиевич в своих макропрепаратах, а вот невидимые нарушения, это которые в мозгу, это которые процессы там когниции, там мышления, уже, как говорится, мышление это же не орган, а это вот продукт, продукт мозга, да. Если вот нервные клетки, мозговые клетки, они неправильно работают, выдают тоже неправильное мышление. И вот у нас получается вот люди такие, да, которые неправильно себя ведут, и называется отклоняющееся поведение, и вот это вот нынешнее, так говорят, порок и общество, да, все это вот закладывающее еще с того периода, они с того периода идут. Не исключено, что они были зачаты, вот как говорится, да, или после интоксикации, или во время интоксикации, поэтому вот хотя бы за этим следить. Вот. Ну, вот такой вопрос. Все равно же есть влияние, если, допустим, женщина, ну, или мужчина, да, в том числе, но рассматриваем женщину в первую очередь, если она когда-то употребляла, отравлялась, не могу говорить про алкоголь, употребляла, отравлялась, да, и, допустим, вот целенаправленно решили забеременеть, и она перестала отравляться алкоголем. Все равно же яйцеклетки пострадали. Конечно. Вероятность уже того, не что... так идет, уже не так идет, уже с первого применения алкоголя, например, да, может идти не так. Процесс уже созревания, уже нарушения. Да, уже с нарушением идут, которые улавливать нельзя никакими анализами, никакими УЗИ, исследованиями, нельзя улавливать. Вот в этом-то и вся беда, как говорится, интоксикации внешней, да, не только алкоголь, а вот наша экология, все наши, вот это табак, там, вот это наши пыль, там, загазованность. Поэтому люди говорят, что надо бороться за экологию, улучшать надо экологию. И наука говорит, что здоровье зависит на, чуть ли там 50% от окружающей среды. Вот. Поэтому если окружающая среда у нас более-менее, скажем, да, это все-таки натуральное, все-таки природное. Мы вообще здесь хорошо живем. А если яд принять, да, сознательно, яд, целенаправленно. Да, целенаправленно, цитотоксический яд принять, это, конечно, это разрушительное действие этого яда непомерно высокое. Которое откликнуться может. Да, может, да, поэтому спустя десятилетия. Да, может, поэтому не начинать, пожалуйста, не начинать, понимаете, да? Ну да, бывает, я же логопед, и опять-таки, когда общаемся, тоже когда насмотришься программ общего дела, да, еще таких вот программ, и с родителями разговариваем, они говорят, почему нарушение? Я говорю, смотрите, это тоже одна из причин. Я же там не пьянствую, время от времени, да, там, бокал шампанского, да, там, бокал вина. Как это может, я же там не алкоголичка какая-нибудь, да. А в принципе, даже один бокал, он может... никто же не знает, какая яйцеклетка будет оплодотворена. Конечно, поэтому вот закон. Сформулирован поэтому закон. Закон сформулирован Карлом Георгиевичем Башариным, что абсолютная трезвость – это норма жизни.
для человека, как для живого организма. Так же, как и другие там организмы живые. Вот это идеальный закон, который вот, не должно быть никакой интоксикации. Понимаете, да? И вот еще такой вопрос, как бы меня саму заинтересовал. Вы сказали, что вот как раз на праздники, да, обычно же есть даже такое понятие, как корпоративные дети, да, дети, которые были зачаты в пьяных корпоративах. То есть получается, мало того, что в любом случае, попадая алкоголь в кровь, он воздействует на клетки. Но и плюс, когда женщина, и мужчина в том числе, в данный момент в алкогольном отравлении, это, получается, еще усиливается. Еще усиливается, да. Еще усиливается. Но я не скажу, что там когда-то приняли там бокал вина, а потом все это сломалось, да, потом это рождаются какие-то слабенькие дети. Я так не скажу. Конечно, это же многофакторная, комплексная история. Да, конечно, да. Поэтому медицина, врачи рекомендуют хотя бы за сутки до зачатия не принимать алкоголь. Тогда шансов, что нарушения будут они в любом случае, но они будут уже меньше там и тому подобное. А так не должно быть ни алкоголя, ни никотина, ни наркотиков, тем более в организме человека. Достаточно даже тех ядов, которые в минимальных дозах поступают с нашей современной пищей. И то, продуктам питания, и то они очень большие угрозы вообще для человечества. Даже так. Еда, которую мы принимаем каждый день, воду, но уже не натурально. А еще, знаете, я хотела у вас спросить вот про этот момент. Тоже в вашей статье смотрела про статья «Алкогольная политика не спасает больных от алкоголизма, она спасает молодежь». Эта статья была в 2017 году, и там мне прям понравился подсчет количества употребляющих алкоголь. Сможете рассказать? Да, это, конечно. Статистика, она вещь такая, да? Ой, очень субъективная. Не субъективная, она такая многосторонняя. Но без статистики нельзя никуда. Согласна. Все равно надо собирать, как-то пытаться анализировать. Поэтому статистика, особенно медицинская и особенно наркологическая, она очень специфическая. И она анализируется только очень такими специалистами, да, которые понимают в этом деле. Например, на 100 тысяч населения у нас 1200 больных алкоголизмом состоят на учете. Это что-нибудь вам говорить, нет? Нет. На 100 тысяч населения. Но на самом деле это очень просто. Если у нас 1 миллион населения, да, 100 тысяч это 10... 10%. Да, 10 100 тысяч это миллион. Понимаете, да? Если мы на 100 тысяч населения имеем 1200, его умножаем на 10. Всего у нас 12 тысяч алкоголиков. Вот так надо понимать, да. Это на все население, да, на 100 тысяч населения, 1200, у нас 12 тысяч, значит, по республике больных алкоголизма, но это включая маленьких детей и там 100-летних, все население, понимаете, это не отражает реальные картины. Поэтому оттуда исключаем детей, оттуда исключаем очень старых людей. И, скорее всего, это трудоспособное население. Трудоспособное население у нас 500 000 человек. Трудоспособное население. Не все трудоспособное население, значит, принимает алкоголь. Да, понимаете, да? Скорее всего, это мужчины. Больше, чем женщины, да? Сколько мужчин у нас трудоспособных? 200 тысяч. Понимаете, да? Если мы говорим, что на 1 миллион человек у нас пьют 1,3%, если мы это по-другому посмотрим, и на 200 тысяч мужчин это 6% будет население. А что такое процент? Это со 100 человек, да, со 100 человек 6 человек, они больны алкоголизмом. Петр Сысоевич, мы сейчас прервемся на рекламу и прям продолжим, потому что тут быстренько наскоком, наверное, не получится разобраться, но это очень важно.
А мы продолжаем наш эфир и продолжаем к статистике, да? Если вот, еще раз говорю, да, если вот взять на 200 тысяч населения трудоспособного возраста мужского пола, допуская, что пьют мужчины в основном, да, тогда вот это 1% у нас превратится в 6%. 6% со 100 мужчин трудоспособного возраста, 6 мужчин со 100, они алкоголики, которые состоят на учете. Это уже больные люди. Уже глубоко больные да, люди. Это уже, ну, зависимые люди, понимаете, да? А вот если вот из них, если мы захотим узнать, да, вот как общество себя чувствует, да, там сколько там культурно питейщиков, кто-то не дошел, да, злоупотребляющих, которые не против алкоголя, тогда надо умножить вот это 6% на коэффициент 4, 5 даже, да. Тогда вот 6, 5 сколько будет? 30. 30% со 100 мужчин, 30 мужчин, со 100 мужчин трудоспособного возраста, 30 мужчин, они употребляют, злоупотребляют и, как говорится, культурно пьют. Ну, там условно 70 человек, остальных, да, ну, как будто бы там соблюдают трезвость. Но из них тоже, в них тоже люди, которые все равно употребляют. Совершенно трезвых людей, которые совершенные абстиненты, 0. Очень мало. Очень мало. Вот так глубоко сидит в обществе. Вот вот эта вот проблема. Вот поэтому вот вы поднимаете, мы поднимаем, энтузиасты, вот, которые чувствуют, насколько это глубоко зашло, со всеми последствиями для там, последующих поколений, вообще для судьбы человечества. Вот, есть люди, которые понимают это и борются против этого. И очень отрадно, что в последнее время, вот, ну, 10-20 лет, имею в виду, да, вот, государство начинает поворачивать это лицом. Да, очень большая проблеме, работа. Да, очень большая работа. Осознанная работа, политика даже целая, да, которая синхронно идет с общественниками, со стороны властных органов, со стороны Государственной Думы, со стороны, ну, со всех уровней, да, эта работа проводится. Это очень хорошо. Ну да, здесь же четко есть взаимосвязь между трезвым обществом и вообще существованием государства, да. И тоже, когда готовилась к эфиру, такую интересную мысль нашла, что любая нация за 3-4 поколения может достичь небывалых высот в своем развитии. В общем-то, мы это видели на примере Китая, на примере Японии, да, когда буквально за несколько 2-3 десятилетия, да, страна набирает огромную мощь. Но и в то же время за те же самые 3-4 поколения она может и уничтожить себя как биологически, так и генетически. Ну и, конечно же, в истории таких примеров было много. Это возьмем, например, Китай. Тот же Китай. Опиумная война, да? Да. Специально организовали. Да, целенаправленно уничтожали. Да. Так же, как и индейцев, да, также целенаправленно уничтожали, когда поняли, что, в общем-то, противостоять по-другому никак, просто споили целую нацию, огромнейший народ. И в принципе, ну, если мы вспомним, да, и у нас в России это тоже такое же было, да, когда активно было спаивание населения, и, в принципе, что алкоголь был вообще разменной монетой. Да. То сегодня мы видим, как общество меняется, курс, и понятно, что это, конечно, огромная работа правительства. Политики, прям на политическом уровне огромная работа. И вот хочется теперь уже вас спросить как депутата, члена партии «Справедливая Россия», да? Ну, значит, не за горами. Вот, как члена партии. А
какие шаги предпринимает правительство, да, то есть к трезвости, какие-то, может быть, разработки, законы, еще что-то. Ну, «Справедливая Россия», конечно, имеет свое мнение по этому поводу, и оно четкое мнение, которое все время, наше знамя — это Бурляев Николай Петрович, народный артист, который вы все знаете, да. И вот он говорит, что вот надо вообще вопрос поставить над ребром, потому что угроза нации все это. Да, национальная безопасность. Да, национальная безопасность, на уровне национальной безопасности. И его слова доходят все-таки, да. И вот власти, как еще раз подчеркиваем, идут навстречу многим начинаниям, многим починам общества, вот, партий и «Справедливой России» тоже, да. Это очень хорошо. И самое главное, это результаты есть этой работы. Да, шикарный результат. Да. Ну, результаты есть. Ну, шикарные, не шикарные, но все-таки, да. Вот когда мы начинали, в начале там 2000-х годов, когда мы начинали это дело, бить набат там, и тогда, значит, очень долго было, никаких таких движений не было. Был только шум, был только работа, очень усиленная работа, но результатов мы не получали. Вот статистика та же, да, которая она нам не показывала, что улучшается. А вот когда пошло более комплексный подход, общество плюс власти, плюс ограничительные меры, профилактика, вот это наше все лечение, реабилитация, и дело сдвинулось, да. Вот я закончил работу в 2017 году, там уже были какие-то такие положительные такие тренды, да. А вот сегодня я посмотрел вот цифры, да. Падение заболеваемости алкоголизмом 9,5%. Падение показателей злоупотреблений 7,5%. Понимаете, да? Это сегодняшний. Это сегодня, это 24 года, значит, результаты. Это откуда они берутся-то? Это оттуда берутся, что имеются вот ограничительные меры. Они работают в первую очередь. Хотя и много недовольств вызывает, да, но вот эффект в первую очередь от них. Ну и, конечно, постепенно начинает меняться психология людей, отношение к алкоголизму, к внешним интоксикациям, да, и потихоньку все это дело идет. И вот его надо поддерживать, все его толкать, все время это делать, политику, все это дело, да, не просто компанейщину, да, вот, да, системная работа, которая потихоньку превращается в вот эта вся наша работа по всей России. За это, значит, я только радуюсь. Вот так и должно продолжаться. Потому что всегда бывает компанейщина, там покричали, там постучали по столу, и все это прекращается. А нет, вот я, когда заканчивала работа была в высоком уровне, а сейчас еще выше становится. И результат уже начинает уже появляться. Это очень хорошо. Поэтому вот если результат есть, тогда и работа будет спориться. Ну, конечно. Но мы должны стремиться, как говорится, все большему, да. Ну, да. И вот моя призрачная такая мечта, как нарколога, как человека, да, чтобы алкомаркеты были за пределами города. Ну да, это было бы здорово. Да, вот там, чтобы они стояли, продавали. И это не в пику употребляющим алкоголь, там, взрослым людям, там, ну, которые любят это дело, там, посидеть, там, поговорить за этим делом, да. И не назло им, да, а ради молодежи. Ну да. Ради молодежи. Это мероприятия, которые все направлены только на молодежь. Мы должны воспитать молодежь не такими, как мы, да, в отношении алкоголя,
а которые, значит, очень хорошо, трезво относятся к этой проблеме. Ну вот есть такой учитель трезвости Виктор Пономарев, и если я не ошибаюсь, ну вот он приезжал к нам сюда в Якутию на форум «Якутия. Территория трезвости» и ездил по трезвым селам, и в Намском Улусе, кажется, бар, единственный бар, да, напротив мусорной свалки за поселком. Ага. Ну, это же классно. И вот он не какой-то не яркий, ну, прям вагончик какой-то, да, то есть вот даже на психологическом уровне, ну, как-то, ну, так себе, да, то есть нет вот этой вот красоты, заманчивости какой-то, потому что это, ну, опять-таки, навязанные какие-то стереотипы, что зайди, расслабься, ну, ты сейчас отравишься, потом проблем будет еще больше, на самом деле, да, и вот когда вот это, конечно, из города, ну, хотя бы в мечте из города выводится, Да. это прям здорово, потому что вот для меня это прям большая боль. Я живу на 202-м микрорайоне, и у нас возле 4-й поликлиники 3 алкомаркета. Вот так. Они прям вот друг на друге рядышком. И как с этим бороться? Вот лично для меня, как для жителя микрорайона, это боль. И вот мы специалисты, ну, я уже говорила, что логопед, мы видим, мы понимаем, почему сейчас растет количество детей с нарушением развития, в том числе. И знаете, вот такая, ну, я не знаю, как это, шутка злая, что ли. Есть детский сад «Звездочка» для детей с особенностями в развитии, да, назовем так. И ровно через дорогу, как же, пиворуб, что ли, стоит. Вот, знаете, да, вот это как... Ценоруб. Нет. Вот именно алкомаркет, пиворуб, что-то такое. Вот именно алкомаркет. И вот все специалисты, кто работает с этой темой, ну, я говорю, это прям как издевка, да. Ты вначале сходил вот туда, потом через сколько-то лет поведешь своего ребенка сюда. Это печально и такая, ну, я говорю, вот прям действительно злая шутка, но это имеет место быть. И сегодня, ну, работая с детьми, у меня, если раньше еще вот буквально 10 лет назад это отмечали только специалисты, что растет количество детей с нарушениями в развитии, то сегодня, когда вообще узнают, что я логопед, они говорят, а почему столько детей? Вы видите? Я говорю, я вижу. Но вы хотите, чтобы я ответила одним словом на этот вопрос. Это очень сложный вопрос на самом деле. Причин тут много, тут нет одной причины. Ну, да. А вот мне что и нравится, как в Морелли, как он в своем законе говорил, что чем больше, сейчас скажу, чем больше негативных факторов собирается воедино, тем печальнее картина. Конечно, да. И хотя бы ослабить один из них, это, ну, конечно. Да, это всегда будет только хорошо. Поэтому это вот наша непосредственно прямая обязанность как родителей, как дедушек, бабушек, да, то есть вот чем старше человек, там больше осознанности должно быть, и брать на себя ответственность за как раз детей. И да, согласна, что ради них как раз и надо выводить все эти вот истории куда-то так подальше. И вот люди всегда говорят, как будто... А у нас телефонный звонок в студии. Да. Давайте послушаем. Здравствуйте. Ага, наушники. Здравствуйте. Добрый день. Да, вот насчет детей вот, с нарушением, это не связано ли с вакцинацией массовой, такой сильной? Почему-то вот, начиная с 90-х годов, когда страна бедная была, всех поголовно начали вакцинировать. Неизвестно чем. Ну, это комплексно. И вот, поэтому вот сейчас появляется поколение, вроде бы благополучное, вот, например, молодая семья, но не могут иметь детей. Вот эко, поэтому вот сейчас модно стало эко. Ну, на самом деле это не панацея. И это тоже с вакцинацией тоже, по-моему, связано это. В том числе, да, я не могу сказать, что только это, нет, это многокомплексная история.
и в том числе все наши мании, да, когда-то были или не были. Вообще, на самом деле, здоровье будущего девочки закладывается еще во внутриутробном состоянии ее матери. То есть уже бабушка закладывает здоровье или болезнь будущей своей внучки. То есть это прям вот так. Это прям большая цепочка. Но вопрос, да, актуальный, остростоящий. Да. Вакцины, конечно, играют роль, наверное. Но это не является... Да, но алкоголь, да, и внешние интоксикации, другие, они более древние, более такие, да, доказанные, что они точно влияют. Вот сейчас на вакцинацию все списывают, там, на ковид и тому подобное. Это, очень трудно это дело доказать, изучить. Просто это наши догадки. А так-то, если бы не вакцинировали детей, вот, например, календарь, тогда не знаю, как у нас было бы, да. Я вот тоже согласна, я всегда говорю, что вакцины были придуманы для того, чтобы спасать жизни. Да. Но другой вопрос, что да, действительно, сегодня здоровье детей ослабленное, и как вот уже в каждом случае каждый ребенок реагирует на эту вакцину, это прям отдельная история. Корь начинает сейчас голову поднимать. Не было кори. Да. А корь — это очень тяжелое заболевание. Сейчас кори начинает болеть, потому что исключали потому что сказали, что все, кори уже больше нет. Понимаете, да? Ну, это прям очень такой непростой вопрос. Надо сидеть, разбираться, и вот я всегда говорю, надо родителям брать ответственность на себя за качество здоровья своих детей. Но здесь тоже, опять-таки, смотрите, прямая взаимосвязь. Чем наши здоровые дети, это через 20-30 лет, это наши правители, да? Вернее, наши дети через 20-30 лет — это наши правители. И какие будут наши правители, зависит уже напрямую, на самом деле, от нас. И пьянство, в общем, как и любая мания, это недуг духовный, психологический, как вы говорили, который разовыми, пусть даже самыми радикальными мерами не искоренить. В борьбе с ним очень важна многоплановая и всесторонняя профилактика среди отравляющихся и свободных от отравления людей. То есть мы со всеми должны работать. И среди молодежи, за которой будущее. И самая главная наша задача — это сохранить трезвость как естественное состояние и передать это состояние нашим детям как величайший дар, который дан нам от природы. Благодарю за сегодняшний эфир.